Это новости, которые мы заслужили. А вы знали, что растения не только умеют разговаривать, но и учиться? Это все для жизни, для людей, для родной страны, для науки. Будущее уже здесь. Роботы-курьеры уже на улицах столицы. Правда, курсирует он только между офисами работодателей. Зато как он умиляет. Вау, какая няшка! А как вам 3D-анимация метро? Это же так классно! Как они вообще до этого додумались? А что по ямам? Тренд этой недели прилетел к нам из Нижнего. Никакой вам дороги, никакого нам асфальта и даже лапши. Держите вам сапоги. Вот так и живем. Технологии шагнули настолько вперед, что Нижний захватил себе кусочек космического. Роскосмос предложил сжигать мусор с помощью космических плазматронов. Если что, плазматрон выглядит вот так. Под действием газов высоких температур мусор будет сжигаться намного эффективнее. Теперь заживем! Мурр! А это Дагестан, паровоз-призрак. Оказалось, что ЖК вырос по обе стороны. Была недействующая дорога, стала действующая. Вот так и живем. А теперь давайте про людей. Житель Москвы у своей тетушки обнаружил скрипку Страдивари 17 века. Ну, не то, что мы ему завидуем, но ему же просто повезло. Хотя... Нет, мы ему не завидуем, потому что скрипка оказалась подделкой. Ай-яй-яй. В Новороссийске появились первые страп-серферы. Венеция даже близко не стояла. Но ок. А что насчет медведя? Вот, например, турецкие со своей базой обнаружили медведя-диверсанта на телефонной будке. Эй, медведь, приходи к нам, телефон у нас уже давно изобрели. Зачем ты туда забрался? Непонятно. В Канаше строится новая спортивная лыжная трасса. 6 километров. Да ладно! Обалдеть!